Абхазия не первый раз принимает участие в выборах президента и парламента Российской Федерации, ведь большинство граждан нашей страны также являются и гражданами России, а значит имеют право голоса во всех выборных кампаниях, проводимых в дружественной соседней стране. Абхазские избиратели, проявляя высокую активность, каждый раз демонстрируют свое небезразличие к политическим процессам, происходящим в России. И на этот раз явка избирателей была хорошей. Около 42 тысяч граждан приняли участие в голосовании. Выборы прошли, они состоялись. Всего в голосовании приняло участие 41 849 человек. Первое место с результатом 39 427 голосов или 94,21% занял Владимир Владимирович Путин. По итогам голосования в Абхазии на втором месте Павел Грудинин, который набрал 1029 голосов, 2,46%. Затем идет Владимир Жириновский, 654 голоса, 1,56%. Сергей Бабурин, 286 голосов, 0,68%. Ксения Собчак, 247 голосов, 0,59%. 98 голосов, 0,24% получил Максим Сурайкин, 65 голосов, 0,15% Григорий Явлинский. Борис Титов набрал в Абхазии 45 голосов, что составляет 0,1%. В Абхазии было образовано 20 избирательных участков, на которых местные жители и временно пребывающие в республике граждане России имели возможность проголосовать. По закону Российской Федерации членами избирательных комиссий могли быть только сотрудники посольства, служащие погрануправления и 7-й военной базы. Кроме того, более 300 сотрудников МВД Абхазии обеспечивали общественный порядок и безопасность на избирательных участках. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на участке в здании 14-й средней школы в Сухуми. Посол России в Абхазии Семен Григорьев отдал свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскер. Это важное событие для России, но и не менее важное событие и для нас. Я считаю, что в России должен быть сильный руководитель, и надеюсь на то, что так и произойдет. Выборы проходят очень активно, вы видите, что очереди, но люди стоят, не ропщут, ждут. Я тоже постоял в очереди, и люди, общаясь со мной, сказали, что некоторые из них несколько лет не ходили на выборы российских органов власти, но в этом году, ощущая особое значение момента и особую важность, они пришли проголосовать за президента Российской Федерации. Наши граждане, которые находились за пределами Абхазии, также имели возможность принять участие в выборах. К примеру, артисты госансамбля «Кавказ» проголосовали в Набережных Челнах, где проходили их гастроли. По всей Абхазии избирательной комиссией было организовано и выездное голосование. Всего поступило более 100 заявок от граждан, которые не могли прийти на участок по состоянию здоровья. Члены участковых комиссий выезжали в медицинские учреждения, в Сухумский дом престарелых и в следственные изоляторы. А избирателям из высокогорного села Псху был предоставлен самолет в Сухум. 15 жителей села смогли проголосовать в 14-й школе. Да и погода в день выборов была не по-мартовски хорошей. Теплый весенний день способствовал особенному настроению. Избиратели отмечали, что на выборы они шли как на праздник. Выбирая президента России, мы выбираем будущее и нашей страны, отмечали они. Я ожидаю, что будет избран именно тот человек, который нужен, и мы будем рады. Я пришла на выборы с хорошим настроением. Безусловно, выборы президента Российской Федерации являются важным событием также для нашей республики. Я пришел с прекрасным настроением. Ожидаю хорошее для нашей Абхазии и для всей России. Надеюсь, что наши отношения с Россией будут более тесными. А значит, будет лучше для всех нас. Подводя итоги выборов, прошедших на территории Абхазии, Семен Григорьев отметил, что так же, как и в России, здесь с большим отрывом победил Владимир Путин. Но в Абхазии он набрал примерно на 20% больше, чем в России. Также, в отличие от итогов голосования в Российской Федерации, в нашей стране в четверку лидеров, набравших наибольшее количество голосов, вошел Сергей Бабурин. Хотел бы поблагодарить всех граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии, тех, которые были здесь временно, на отдыхе, в командировке и пришли на выборы, выполнили свой гражданский долг. Я думаю, что показатель
очень хороший. Хочу также поблагодарить всех представителей властей Республики Абхазия, которые оказали очень активное содействие в организации и проведении выборов, в обеспечении транспортной логистики, безопасности избирателей и членов избирательных комиссий и в решении других вопросов. По словам Семена Григорьева, согласно сообщениям участковых избирательных комиссий, во время выборов никаких письменных жалоб не поступало. Имели место отдельные устные нарекания, в основном в связи с большими очередями, образовавшимися на некоторых участках. Ирина Арш, Бабислан Джинджал, Абхазское телевидение.